Я неправильно, как мать, себя вела. Я должна была воспитывать урода, только уроды вот такие выживают в нашей стране. Только такие люди имеют погоны, звания и власть. Спать плохо стало, потому как, все время хочешь, не хочешь, это вспоминаешь, об этом думаешь. Мне говорят, время лечит, забудется, сотрется. Мне кажется, наоборот, острее все становится. При режиме, не знаю, не добьемся справедливости. Портрет нарисовала художница из Лос-Анджелеса. Вот мы распечатали, повесили. Она и Рома Бондаренко тоже рисовала. Не было никаких повреждений на теле. Руки не были обожженные или поврежденные. И это могли увидеть все, кто приходил на прощальную церемонию. На видео четко видно, что он идет с поднятыми руками, в которых ничего нет, в майке, в шортах. И я не понимаю, почему они сделали выстрел. Если это работало спецподразделение «Алмаз», которое специализируется на террористической деятельности, то они должны были с одного взгляда распознать, человек опасен для них и для общества или нет. И даже если им что-то показалось, то почему не стреляли в ногу, в руку? Почему был сделан этот смертельный выстрел? Раз, два, три! И все. Давай. Все, последний разочек. Хорошо? Давай. Один, два, три! Крошка ты моя. Я общалась со следователем первый раз перед опознанием. На тот момент опрос длился около 3 часов. Это были очень тяжелые 3 часа. Он задавал вопросы, начиная с момента нашего знакомства, заканчивая последними событиями. Спустя месяца 2 у нас был проведен осмотр, не обыск, а осмотр помещений, где Саша работал, где мы с Сашей работали вместе. Следователь, наверное, 1 раз звонил, там какие-то уточняющие вопросы задавал по поводу разблокировки телефона. Соцсетей спрашивал, вел ли там Саша соцсети. И все. И со следователем мы еще встретились, когда он передал личные вещи. Там телефон, ключи, все, что у него было в карманах. Мы писали заявление на имя генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело. Пришел отказ. Пришел отказ в предоставлении нам сведений проверки. Постановлением возбуждения уголовного дела отказано. Мы не видели абсолютно никаких бумаг, нам никаких сведений не давали. То есть пришел просто отказ в письменном виде. Я знала о том, что проверка закончилась, и действия силовиков были правомерными и с ним. Мне позвонил кто-то из какого-то агентства, журналистка, попросила прокомментировать. Я сказала, что я об этом ничего не знаю. В тот же день вечером я проверила почтовый ящик, и там оказалось письмо с отказом. Следственный комитет, Генеральная прокуратура нам отказали. Да, но мы будем все равно обжаловать. На данный момент тоже мы сейчас с адвокатом работаем, составляем заявление от имени моей дочери. По поводу того, что Саша был нетрезвым в момент гибели, я не знаю, что сказать. Он уходил из дома трезвым.
Мы не видели никаких справок, никаких документов, никаких подтверждений о том, что Саша был нетрезвым. То есть мы это все слышим только со слов, комментариев из СМИ. И с Настей нам потребовалась помощь психолога. Я не знала, как ей сказать об этом, как преподнести такую новость. Психолог посоветовал сказать правду. Я ее посадила на колени, как могла. Рассказала о том, что папа больше не вернется. Она все еще его ждет. Каждый день, приходя в садик, она плачет: «Забери меня с папой». Когда я возвращаюсь за ней одна, она обижается. Иногда бывает такое, что даже не бежит ко мне навстречу, там проходит мимо обиженная. На данный момент, спустя столько времени, мы разговариваем с ней. Она часто вспоминает какие-то моменты. А помнишь, мы с папой здесь гуляли? А помнишь, мы с папой голубей кормили? Мы уже можем спокойно об этом говорить. И я очень рада, что она его помнит, потому что такой возраст, что много стирается с памяти. И я бы хотела, чтобы у нее остались эти воспоминания. Она стала бояться темноты. Во сне должна чувствовать, что я рядом. Всегда, даже, казалось бы, крепко ребенок спит, она все равно там рукой должна дотрагиваться до меня и знать, что я рядом. Я чувствую поддержку незнакомых людей. Бывает такое, что на улице подходят, узнают, спрашивают, чем помочь. Конечно, дети спасают. Я не знаю, если бы не дети, потому что все-таки заботы, хлопоты. Мне нужно думать о их будущем, потому что я осталась без мужа, и теперь мне об этом нужно думать. Костя. Костя – это мое солнышко. Жизнерадостный, жизнелюбивый, такой позитивный был. Он откликался на любую просьбу. С ним было очень интересно. Даже не как мать, сын, как друзья были. У нас не было секретов друг от друга. Открытый. Не хотел участвовать в избирательной комиссии. Он как предчувствовал или что, может быть, с ними какие-то консультации проводили, может, что. Он знал, что выборы честными не будут. Собирался он из музея уходить еще с весны. Он историк, он не администратор, по своей натуре. История – это его страсть. Тяжело ему было даже не с работой директора справляться, а тяжело подстраиваться под чиновничий аппарат, под систему. Невозможно иметь свою точку зрения. Ее просто не должно существовать. Тебе говорят, ты исполняешь. Вечер 9 августа я, наверное, никогда не забуду. Пришла смс-ка нецензурными словами. Это нужно довести его, я не знаю, до какого состояния. А сказать при маме – это вообще нонсенс. Я перезвонила, когда ему, он говорит, выборы закончились, я не подписал протокол, мне нечего стыдиться, могу смотреть людям в глаза. Говорит, мама, ты не представляешь, в каком дерьме меня измазали. Мне стыдно просто перед собой. Но было видно, что он подавлен. С субботы на воскресенье, 15-го, позвонила Маша, невестка, спросила, может быть, Костя у нас, просто они очень хорошо жили. Даже я мысли не могла допустить, что он так может, не предупредив Машу, куда-то исчезнуть, пропасть. Я спросила Машу, что случилось. Она говорит, Костя не доехал с работы. Невестка вместе с милицией сразу выехали в Мостовский район, пробили по сигналу телефона, что он там находится. Был шок, но до самого последнего момента я думала, что просто накопилось у человека это все. Если даже он сам накинул на себя эту петлю, то это было не его решение. Скорее всего, на него давили, шантажировали, семьей даже, ребенком. Лерочке, внучке, своей доченьке он в душе не чаял. Я была на опознании, когда были
Пятна на ногах, пятна на руках. Но я думала, что это уже трупные пятна пошли. Я не могу синяк от трупного пятна отличить. Но лицо у него было чистое, единственное, что полоса, которая стоит постоянно перед глазами. Сам торс тоже был чистый, белый. Вот именно руки и ноги у него были потемневшие. Проверка в Мостовском СК закончилась в конце осени. Суицид, что в течение времени накопительный эффект или как. Гражданская позиция Кости не совпадала с государственной политикой, и что на фоне этого он покончил жизнь самоубийством. Хотя по материалам вскрытия были обнаружены на теле гематомы и ссадины. Так вот, гематомы и ссадины не являются причиной смерти. Тоже было указано. А вопрос о том, откуда они появились. Сам он себе нанес увечья или кто-то ему нанес увечья. Даже не поднимался этот вопрос. Вообще, во время следствия уже не то, что напрямую, но косвенно говорили, что он все сделал сам. Почему-то, я не знаю, с какой целью поссориться с невесткой. Следователь постоянно настаивал на то, что они плохо жили. На то, что вот вы, Светлана Матвеевна, не досмотрели. Как же так? Вы мама и не почувствовали, что у них в семье разлад. Как может быть в семье разлад, если все разговоры о жене и о дочке? К теще постоянно приходил в музей и дом родителей Маши в небольшом расстоянии. Когда с женой плохо, наверное, и с тещей не общаются. Он постоянно обедал там. В весе я потеряла больше 12 килограмм. Врачи не могли определить причину. Терапевты, узкие специалисты. сдавала анализы, проходила УЗИ, все в норме. Все это чистая психология. Психологически очень тяжело это перенести. Сейчас уже могу как-то себя контролировать на препаратах. Вот это называется «могу». Без лекарств, без таблеток у меня постоянно депрессивное состояние было, я постоянно плакала. Слезы текли просто сами по себе, неосознанно. У меня диагноз – ситуационная депрессия. Я сама пошла к психотерапевту до потери веса, потому что было очень тяжело после похорон. Мне сразу назначили лекарства, но без стационара я не могла сама справиться. Нужно было быть в стационаре, только что. Девочки писали в новинках, не в новинках, я у нас здесь в Барановичах была. В психиатрическом диспансере провела 1,5 недели. В качестве медикаментозного лечения принимала таблетки, делали уколы, работала со мной психолог. Сейчас уменьшаем дозу. Диазепам, клоназепам. Просто без клоназепама я спать не могу. Вечер, ночь – это для меня самое страшное время суток. Я постоянно мыслями с Костей. Если еще днем как-то отвлекаешься на работе, вечер – это… Морально мне, наверное, легче уже никогда не станет, потому что принять и смириться с этой смертью я не смогу никогда. Я к тебе завтра еще приду, хорошо? Ты же знаешь, мама прямо слежу на тебя присела. Я не буду плакать, ты не бойся. Утро она начинает с того, что заходит в комнату к сыну, молится, плачет. Вечером я забираю ее с работы. Если солнечный день позволяет, я везу ее с работы сразу на кладбище. Вот так каждый день. Слезы, молитвы.
Нет. Тебе белорусский по телефону. А можно? Нет. Мне позвонил следователь и сказал, что вы получите уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. После чего я обратилась к следователю, чтобы ознакомиться с результатами проведения проверки. Он сказал, что у меня на это есть месяц на ознакомление. Плюс меня заранее предупредили, что не отксерокопировать, не снять ничего нельзя. Мы все вещи, телефоны, все оставляли в камере хранения, там же в Следственном комитете. Вот вышел следователь и сказал, что со мной пойдет только заявитель и его защита. Дочь с мужем остались там в фойе этого заведения. Мы были действительно с дочкой в шоке, потому что как это так? Мы одна семья, и это наш сын, Олин брат. Мы считали, что нас всю семью должны ознакомить с материалами, с видео. Было, конечно, очень неприятно. Следователь выложил 6 томов и сказал, вот, ознакомливайтесь. Я ездила месяц переписывать все это. Это были толстые тома. Ну, тут не только переписывалось все, тут переживался каждый момент жизни моего сына. Особенно те свидетельские объяснения тех людей, которые находились с моим сыном рядом. Она вышла никакая. Она мне рассказала, сколько там писать. Ей это нужно все читать. Все это она должна представлять. И все это нужно ей переписывать. Как матери, я, конечно, понимаю ее состояние, как ей было тяжело. Там было очень много всяких противоречий, что касалось именно свидетельских показаний и показаний сотрудника милиции. Мы будем, конечно, писать ходатайство, жалобу о несоответствиях показаний и милиции. Причем вот сотрудники милиции отвергают то, что они брызгали из баллончика. Люди все подтверждают, а опрашивают каждого из них, и каждый из них говорит одно и то же. Вот буквально как будто с одной бумажки прочитанное. У меня не было баллончика, я этого не делал и не видел, чтобы кто-то из сотрудников делал. Что говорят свидетели? Совершенно обратно. Свидетели в свидетельских своих объяснениях пишут, что обращался за помощью конкретно я, обращалось еще 3-4 человека точно, что я это знаю, слышал и видел. На что был ответ: иди на свое место. Человек был доведен до этого состояния, а потом еще плюс побои, плюс перцовый газ, который брызгали в моего сына. И причем в 9 человек было в машине, в которой везли, это был конечный этап в СИЗО. 8 из 9 все сказали, что брызгали газом. Кто конкретно видел, кто понял от першения и от кашля. Они не тронулись, открыли, все проветрили, насколько это было возможно. Но тот стакан, где мой сидел сын, он же не проветрился. Он сидел там с парнем. Я знаю, что его зовут Родион. Меня задержали 10 числа в Гомеле на одной из центральных улиц. И следующие 3 дня я провел в СИЗО. Одним из моих сокамерников был Александр Вихар, которого забили до смерти в тот день, когда нас везли в следственный изолятор в Гомеле. Мы даже ехали с ним в одной машине в одном отделении. Таким образом, я был последним человеком, который его видел. Саша был совершенно никаким не активистом. Психологически он был совершенно не готов к задержанию, потому что его семья на самом деле голосовала и всегда выступала за Лукашенко. Поэтому для него это был очень большой шок. В результате, во время задержания судебного процесса и того, как с ним обращались в гомельских РОВД, у Саши просто прямо при нас поехала крыша. Он отказался подчиняться требованиям сотрудников милиции. За это, собственно, его и забили до смерти. Видеозаписи были совершенно ненужны. Там нечего было смотреть. Почему-то все видеозаписи по техническим причинам оказались стертыми. Но у них там есть камера видеонаблюдения, где можно было ясно увидеть, как людей привозят, как забирают, что там творилось. Почему-то те видеокамеры были по техническим причинам стерты. Такое дали объяснение. Причем это было стерто с 8 по 15, по-моему, число. Это было единственное видео из тех, которые мы просматривали. Снимали сотрудники, сопровождающие. Последние минуты моей жизни. У него даже тогда в глазах была вот настолько такая вот вера в то, что его, наверное, все-таки люди окружают, и они ему помогут в чем-то, понимаете? Он вот сидел, вот так вот эти невинные глаза, он смотрел на эти наручники, он пытался их снять, вот, как собачонка, он сидел на полу, понимаете? Я даже... И потом вот эти вот мучения, вот эти вот, понимаете, я так думаю, что от ударов, но в любом случае это было блокировано. Поступление кислорода в мозг. И они все стоят, вот эти работники,
сотрудники, и между собой разговаривать. Если вы слышите, какие они вели беседы про то, что хорошо пацан притворяется. Эти вот уже последние его судороги, понимаете, это невозможно передать. И матери смотреть на это было невыносимо. Я не знаю, кто мне дал силы, я только верю, что Бог мне дал силы. И мой сын мне дал силы увидеть и выдержать все эти испытания. Вторая судмедэкспертиза дополнительно подтвердила то, что выставила первая судмедэкспертиза. Оказывается, мой сын был смертельно болен. У него было настолько серьезное сердечное заболевание, возникшее ниоткуда никуда. Моего сына, так сказать, опытные специалисты определили в число тех людей, которые должны были умереть. Понимаете? Вот. В 25 лет он должен был умереть, и все это обострилось вот буквально в последние 3 дня пребывания в руках наших правоохранительных органов. Я сама открыла мешок и видела тело своего ребенка. Я стала трогать его ребра, а они у него колышутся. Понимаете? И я спрашиваю, говорю, посмотрите, у него же ребра колышутся. На что мне отвечают? Ну так там же нет органов. Я понимаю, что там нет органов, но там же есть кость, которая должна стоять, а не колыхаться вот так, понимаете? Там все ребра были переломаны, все, поэтому не смогли это опровергнуть. Там были побои, там были ссадины, там были синяки, понимаете? Хотя вот здесь вот написано, вы знаете, очень красиво написано. При судебно-медицинской экспертизе у трупа Вихора А.А. установлены телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков, которые имеют признаки телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности и в причинной связи с наступлением смерти не состоят. Но здесь не написано про те переломы, грудины. Переломаны были все ребра. Не только левая сторона, и причем, как сказали эксперты, что это, скорее всего, было следствием реанимационных работ. Как бы оправдывается это тем, что ему оказывали работы реанимационные. Я горжусь своим сыном, он у меня герой. Он не падал в ногах этих людей, не просил их о помощи. Он не облизывал берцы эти кровавые, понимаете? Он просто ушел из жизни из-за вот этих людей. Но он не пал перед ними, он героически выдержал все трудности, все испытания, все боли и ушел к Боженьке на небо. Я горжусь своим сыном, он у меня герой, понимаете? Он просто у меня герой. Он был замечательным всегда, а сейчас я еще больше горжусь им. Я не знаю почему. Может быть, чувствовала, не знаю. Примерно, может, за месяц до всего, что случилось. Когда мы сидели вот дома, разговаривали вот с Геной, ужинаем вместе, а он такой говорит, вот, Тань, говорит, как люди, вот, когда друг друга любят, живут вместе, живут рядом, все. И когда уходит человек, когда теряют человека, как потом они с этим живут? Вот он задает вопрос, сам же на него дальше отвечает. Говорит, я ж понимаю, жить-то дальше надо. Вот, жить надо, как-то устраивать свою жизнь. Говорит, я это понимаю, надо это все делать. Говорит, ну любить же так не будешь. Не знаю, как чувствовал что-то. Вот, там, кофта. Как я его всегда называла, медвежонок. Ну, всегда говорила, мой медвежонок, мой медвежонок. И когда еще он жил на другой квартире, приходила к нему, а там переодеться же надо было, всегда думала, дай мне свою кофту. И вот эту кофту я всегда одевала, она мне была как платье. Дочке его говорила, говорю, если хочешь, тебе тоже как бы... И она говорит, не, мне тяжело. А мне наоборот, я не знаю, я с удовольствием ношу эти майки, как бы, не знаю. Хотя мне говорили изначально, там, вещи собери его, убери. Очень долго его вещи лежали у меня в шкафу, очень долго. И в шкафу висели, лежали, как мне не хотелось даже их убирать. Я привыкла жить уже как с ребенком, без Гены, но, скажу так, его очень сильно не хватает. И у меня такое чувство все равно, что он где-то в поездке. Он очень часто снится, причем живой, красивый, приезжает с поездки, обнимает, говорит, как скучает. То же самое я ему говорю. Многие говорят, что вот может в церковь сходить или на кладбище съездить. Но то, что в церковь, мне не особо хочется идти в церковь, а мне хочется, чтобы он снился. Вот я хотя бы, как говорю, хотя бы во сне я с ним просто общаюсь. Вот, если хотя бы не вживую, но во сне. Я была
на предпоследнем суде и на последнем, не в зале суда, не возле зала суда. Видела людей, которые это совершили. Это молодые ребята, высокие молодые ребята. Так просто такое чувство, что они себя не считают виновными. Вот, они идут как потерпевшие, они считают себя потерпевшими, что, говорю, посмотреть просто на них, я не представляю просто, как они вообще дальше живут, как они работают дальше. Они же служат, все как бы, то есть живут с этим. Как они живут, не знаю. Гордюкову Александру Геннадьевичу назначить наказание в виде лишения свободы. На основании части 1 статьи 14 пункта 10, части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь сроком на 9 лет. На основании части 2 статьи 363 Уголовного кодекса сроком на 2 года. В соответствии с частью 3 статьи 72 Уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Гордюкову Александру Геннадьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он не работал со следствием, он не отвечал на их вопросы, он начал говорить только в суде. Получается, если бы он с ними работал и поддержал их версию, то есть давай все спихнем на Гену. И, ты там, естественно, он на это как? Не хочешь? На, получай. Его задержали на моих глазах ночью. Заседание было четкое. Все рассматривалось. Даже на какой-то момент, знаете, мне показалось, наверное, на 3-м, я была на каждом. Все слушала внимательно, мне даже показалось, что вот, все, вот, им некуда деться. Даже вот прокурор, зачитывая обвинение, не привел ни одной улики, чтобы обвинить Гену. По Саше, максимум хулиганка в ответ. У Саши сложенные были ответы, да, на все вопросы, когда этот Голицын с Гавриловым, они путались, реально путались, очень все сложно было. Вот, и мне показалось, что куда, что, вот сейчас вот Сашу отдадут, мы пойдем, отметим это дело, и все будет хорошо. Вот эти сотрудники, да, назовем их, этот Гаврилов с Голицыным, вот они первое заседание, они вообще очень сильно путались в показаниях, терялись, говорили нескладно, нечетко даже, так скажем. Видимо, за ночь мозг им прокомпостировали, объяснили, что, как, чего отвечать. Уже на следующее заседание было все более складно у них. Мы каждый день ходили, там, по-моему, одно заседание закрытое было, вот не были. Как адвокат сказал, говорит, в данной ситуации я даже ничего не обязан, я не обязан его защищать. Вы должны доказать его вину, потому что ни по одному пункту ничего не доказано. Единственное, что было, да, он сам признался, что да, он ударил, но ударил по ноге. И там экспертизы какие-то были и так далее, да, у него там у этого Гаврилова или как там второго этого военнослужащего там какая-то ссадина на ноге была. Он сказал, вы докажите, что он виноват. Вы не доказали ничего. Кто-то сказал, кто-то видел, кто-то слышал, никто ничего не знает. Там все было по полочкам разложено, там буквально по секундам. Там видео это включили на экране, там по секундам вот это. Он разжевал все полностью. Если честно, по судье было видно, что адекватный человек очень все прекрасно понимает. Я так понимаю, что указание было свыше, что все равно... Не хочу о людях плохо, нехорошо. Не знаю, может быть, это определенное как-то их так учат. Может, они не умеют чувствовать, я не понимаю. Но когда ты присутствуешь там, когда ты все слышишь, и когда ты просто понимаешь, ты не профессионал, ты понимаешь, что вот он говорит ерунду, что наш адвокат вышел, он вот так вот все по полочкам и говорит, где доказательства этих слов, этих? Ни одного доказательства, где вообще? Даже если бы это все было доказано, это не 10 лет, а ничего не доказано, ничего. Доказано только одно, что они убили Геннадия Шутова. И они потерпевшие. И они великодушно отказались от возмещения им морального ущерба. Что вот и транслировали по БТ. Приговор, да, был начат с того, что поскольку часть улик рассматривалась в закрытом заседании, недоступной вас, я на нем не была, не имею права туда попасть, да, была,
Вот, то есть дала понять, что вот тут вот вы в суде, да, слышали, все не сходится, все как бы, ну, оправдывает и Гену, и Сашу, но в закрытом мы вот там что-то усмотрели, о чем вы никогда не узнаете, да, грубо говоря. И вот на основании этого результативная только часть будет оглашена, ну, то есть мотивировочную, ну, мы, люди обычные, да, мы не узнаем. Кордюков, имея умысел на убийство, нанес тяжелой металлической трубой удар потерпевшему Гаврилову в голову. Однако не довел свой преступный умысел до конца, поскольку военнослужащие оказали сопротивление. Потерпевший Гаврилов после получения удара достал табельное оружие и произвел выстрел в воздух. В это же время Кордюков бросил металлическую трубу во второго военнослужащего, Голицына, и попал ему в руку. Обвиняемый Шутов схватил за ногу потерпевшего Гаврилова и попытался повалить его на землю. Опасаясь за свою жизнь, сохраняя табельное оружие, Гаврилов попытался выстрелить в плечо Шутову, однако в процессе борьбы тело изменяло положение свое, и в результате выстрел произошел в голову. Трое силовиков в штатском, тихарей, появляются во дворе в 22:32. Они поднимаются по лестнице и останавливаются в паре метров от скамейки. Скоро один из них застрелит Шутова. Тихари стоят там где-то минуту, ждут, пока пройдут люди. Двое тихарей подходят к скамейке, где сидит Шутов и Кордюков, в 22:33. Неясно, что их привлекло, но это противоречит версии о том, что байкеры напали первыми. Ни арматуры, ни металлических труб в их руках тоже не видно. Но какой-то конфликт, судя по всему, произошел. Мы видим, что один из тихарей запрыгивает на скамейку и сразу спрыгивает обратно. На скамейке появляется еще один человек. Сложно сказать, кто это. Один из 3 тихарей, один из 2 байкеров или кто-то еще. И как именно он оказался на скамейке. Мужчина и женщина, которые шли к ним со стороны дома, разворачиваются и идут обратно. Возможно, их напугал конфликт у скамейки. Люди у скамейки сначала начинают идти вправо, в сторону лестницы, но резко разворачиваются обратно. В это же время оборачиваются и прохожие. Вероятно, именно тогда в Шутова выстрелили. Через несколько секунд прохожий, который шел в кадре слева, и люди у скамейки начинают бежать. Из-за деревьев выбегает Кордюков. За ним бежит один из тихарей, спотыкается, но продолжает погоню. Другого варианта быть не могло, поскольку, наверное, за Гавриловым, Голицыным тянется большая цепочка вышестоящих, да, очень высоких должностей, которые по логике вещей, если только хотя бы один из наших потерпевших, я не буду называть их потерпевшими, потому что они убийцы, да, на самом деле, наши потерпевшие Гена и Саша, хотя бы Гена должен был быть оправдан вообще, ну вот начисто. Это был тогда выстрел неоправданный, и, соответственно, потянулась бы цепочка, ну, очень высоко, даже вплоть до этого Денисенко, который якобы заболел, не мог явиться. Да, ну, мужики у нас, армия очень сильно, они все заболели, не смогли прийти, даже показаться, ну, вот на глаза людям. Когда уже произошел выстрел, когда он возвращался, да, этот Голицын, было слышно: «Женя, стой!» Четко: «Женя, стой!» Женя, стой! А у нас Роман и Арсений. То есть можно предположить: Сеня, стой, что у него с дикцией что-то, да? А получилось как Женя, там в это. Но я все равно, я четко слышу слово «Женя». Конечно, надежда всегда есть. Даже понимаю тот абсурд, который вот, ну, логично, да, я понимала, что его не оправдают. Не снимут, как говорил адвокат, задача хотя бы, ну, чтобы с него сняли это второе безумное обвинение, эту статью ненормальную, покушение на убийство. Да, но я понимала, что если снимут, вот логично, если снимут статью, зачем тогда весь этот цирк? Если снимут статью, значит, судить надо тех, кто выступает потерпевшими, тех, кто убил Гену. Я понимала. Умом я понимала, что это невозможно. Как настоящий мужчина. Он не говорил высоких слов, он ничего не говорил. Он зааплодировал этому высокому суду. И все. Показал мне сердечко. И все. А что делать? Он понимает, что делать-то он ничего не может. В этих аплодисментах было абсолютно все. Презрение, возмущение. Все. Вот такая была реакция скупая, мужская.
сказала бы, что люблю. Особенно тяжело после общения с внучкой. Она до сих пор ничего не знает про папу. Папа просто в длительной командировке на учебе. А у нее все разговоры про папу. Когда-то это закончится в ближайшее время. И будет другое решение суда. Уже в Беларуси скоро белорусов не останется, только милиционеры и военные. Это он прав.